Мы находимся на Зеленом лугу Якутска, где курсанты Центра обучения операторов дронов проходят обучение. Учеба началась с декабря прошлого года, его прошли десятки. Давайте разберемся, как это происходит. В ноябре месяце прошлого года мы прошли обучение в Центре беспилотных систем имени Владимира Жоги, это ДНР, Донецкой Народной Республики. По возвращению в родной город мы здесь начали заниматься подготовкой добровольцев, контрактников и мобилизованных для обучения специальности оператор по беспилотным летательным системам, что в нынешних условиях является критически важной специальностью. Количество инструкторов я не могу раскрыть. За время нашего обучения мы обучили десятки наших бойцов. Большинство из них уже находится в зоне проведения спецопераций и выполняют боевые задачи. Из-за того, что у нас достаточно низкие температуры, производители дронов не рекомендуют летать ниже 10 градусов. Все зимнее время мы занимались в закрытых помещениях. Сейчас с наступлением относительно такого теплого периода времени вышли на улицу и как раз осваиваем все пространство, летаем как должны летать. Квадрокоптеры, гражданские дроны используются у нас в зоне проведения спецопераций в основном для разведки, для корректировки артиллерийского огня, для сброса боеприпасов и для иных специфических задач. В нашем центре именно мы производим обучение по всем этим вышеназванным направлениям. И даже мы пытаемся сами, у нас инструкторы с боевым опытом, пытаемся сами внедрять тактические приемы. С нами постоянно на связи наши первые выпускники, которые выполняют боевые задачи. Мы с ними на связи. Если есть возможность, они выходят на нас и рассказывают, как обстоят дела там. Рассказываются какие-то новые тактические приемы, которые мы сейчас сразу же переводим на обучение новых курсантов. Наш центр обучения операторов базируется на базе колледжа связи и энергетики. Рекомендую всем желающим, кто желает получить эту специальность, которая, между прочим, очень востребована и в гражданской сфере, рекомендую подходить именно туда. Колледж связи, там вам объяснят весь процедуру, сколько это будет стоить, сколько времени это займет. Позывной «Сатир» с августа по сентябрь находился в зоне проведения специальной военной операции. Скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе во время пребывания в зоне проведения быть оператором дронов? Вообще, как используются они? Да, это была штатная должность. Мы занимались корректировкой артиллерии, разведкой, в принципе, поиском на местности целей. В каждом подразделении от отделения должен быть свой дрон. Мы летали целыми днями, считая занятия утром, зарядка и занятия перед тем, как сядет солнце. Собственно, да, дроны нужны постоянно, везде их должно быть больше. Чем больше, тем лучше. Как наши якутяне, ты как боевой инструктор, вообще осваивают новые технологии? Да, это довольно просто для молодежи, для тех, кто постарше возрастом, это уже составляет некую проблему. Так, в целом, занятия идут продуктивно, все осваивают знания, особенно люди с боевым опытом, потому что они знают, что будет, если они плохо будут учиться. Это стоит жизни. Позывной «Амба» скоро направляется в зону проведения специальной военной операции. Скажи, те навыки, которые ты здесь получил, они, как считаешь, нужны ли, необходимы ли? И что нового ты узнал? Вот когда ты там был, много у вас дронов было? Как вообще к этому относились? Вражеские дроны. Надо ведь. Даже если у тебя нету дрона, видишь вражеские, твои навыки, они помогут? Ой, если видишь дрона, надо прятаться. Теперь ты знаешь, как они себя ведут, что могут делать, какие у них есть ограничения. Это, уже дрон уже берем. Позывной «Якут» скоро также направляется, наверное, в зону проведения специальной военной операции. Скажи, когда ты проходил службу, да, вообще когда ты видел дроны, какие у тебя были ощущения и как они поменялись после прохождения? Противников у украинской армии, у них дронов много было, и у нас был один дрон только. Мы только начали там сами уже по себе запускать, там что-то учиться. А когда я приехал в отпуск, я сейчас здесь уже уверенно себя чувствую, уже с дроном владею. И думаю, что по приезду, уже будем справляться. Похоже на какую-то компьютерную игру или как? Да, это как будто на телефоне играешь, все тут видно, все смотришь, все, зум есть, там приближение кадров. И
с одной стороны, удобно, маневрирование, вот это все навыки вот эти. Кто играл, допустим, в детстве, да, начиная с Дэнди, тот уже быстро осваивается, обучается. Следующее задание. Отлетаем на максимальное расстояние до потери связи с пультом. Совершаем действия для восстановления связи и возвращаемся на базу. К исполнению упражнения приступаем. Высота 50. И возвращаемся. Maximum flight altitude reached.